Мы живем на севере. Мы с вами узнали, что такое оленевод. Кто он такой человек? Ну, что он делает? Выращивает оленей. Где он живет? На севере. Как называется домик, в котором он живет? Это чум, правильно. А еще в чуме, чтобы было тепло, что оленевод там делает? Чтобы тепло было. Печку топит. Печку топит. А что раз печку топит, значит у него есть хозяйка в доме, да? Да. И эта хозяйка для оленевода готовит вкусную еду, чтобы у него были силы. Откуда здесь? Мы с вами знакомились, что есть такой оленевод, который составляет, смотрите, календарь. И когда ему необходимо, он открывает календарь и готовится к определенной охоте. Какие же у нас звери живут на севере? Олень. Олени еще. Медведь. Медведи еще. Собачки. Собаки. Какие еще? Олени, медведи, волки, И собаки. И собаки. моржи. Вот это кто? Росомаха, да? Белый медведь. Белые медведи. А вот это что? Горностая. А еще такое быстрое животное, которое прыгает ловко-ловко. Белка. И белка. И вот такой вот календарь изобрели наши северные охотники. Они составили такой красивый и интересный календарь. А сегодня я вас приглашу в гости, чтобы мы приготовили из наших коми народов, они нам еще готовят вкусные пирожки, которые называются шанги. Вы хотите научиться? Да. Тогда, пожалуйста, собирайте карандашики, все приводите в порядок, и со мной мы будем отправляться. А для того, чтобы отправляться, убирайте все со стола. Я взяла что такое? Что такое? А смотрите, какой у меня олень. Я взяла что такое, Саша? Покажи, подскажи. Это оленевод и котенок. Это у нас, Пикачу. ну как она называлась? Это оленевод, это котенок. Веретено. Ложите листочки и подходите ко мне. Ложите листочки и подходите ко мне. Вот с этим веретеном вам нужно показать, какие у оленя рога. Мы показываем, как он ходит. Говорим, у оленя дом большой. Он глядит в свое окно. Ушки сделали. Зайка по лесу бежит и в окошечко стучит. Тук-тук-тук. Дверь открой. Зайка, догоняй наши ручки выручаем. Все встаем. Так идет вид. Все встали. Для того, чтобы нам сейчас отправиться, вот это веретено погуляем и сейчас нам расскажем, кого оно к нам приглашает. А пригласит оно только ребят, которые стараются и хотят еще узнать больше. Смотрите,
веретенушка идет и ребят к себе зовет. Раз, два, три, четыре, пять. Буду я с тобой играть. Так, веретенушка идет, гости нас к тебе зовет. Раз, два, три, четыре, пять. Буду я с тобой играть. И с тобой играть. Так. Веретенушка идет, к себе нас зовет. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы с тобой играть. Еще. Веретенушка идет, в гости нас к тебе зовет. Раз, два, три, четыре, пять. Буду я с тобой играть. Выходи. Так. Сколько у меня человек-то уже осталось? 4, да? Я сейчас вам подскажу. Веретено-то у нас еще принесло. Смотрите, какой телевизор. Будете смотреть? Да. А это разве телевизор? Нет. А как вы думаете, что это Это такое? противень. Что это? Противень. Противень. Посмотрите, веретено нам показало, что это противень. А раз это противень, для чего оно нам нужно? Чтобы что-то приготовить. А как вы думаете? Противень-то тяжелый, просто не держи. Так идет, видно, как? Ой, она крепкая. Нет, она просто черная, она железная. Вот сейчас Арсений мне поможет это поставить на стол. Так. Вам сказали, что берите карандаши, пожалуйста. Так, поставили. Саша, собери, пожалуйста, листочки все. Листочки собирает Саша. Арсений держит противень. Ты убираешь карандаш. Ой, противень-то какой. Я сказала. Тесто катают. Смотрите, она у меня великан. А есть у нее подружка. Великан высокая, такая сильная, да? А есть еще, посмотрите, какая милашка. Да. Значит, скалку вы будете держать за ручки, да? Так как у нас Арсений, богатырь, я тебе дам. Только крепко ее держи, ладно? Только она укатится у тебя. Держи крепко за руки. Так, еще я дам волшебную скалочку, барышню для нашего девочки. Пожалуйста. Так, Саше дадим нашему, чтобы он держал крепко. Так, пока ничего не катайте, просто подержите. Так, девочка, припевочка. Пожалуйста. Так, Лиза, ты помыла руки? Должны быть руки чистые у всех. Так. Ростик, ты подготовь, руки помыл? Ростик, иди руки мой. Так, остается у меня. Так, тебя вот туда посадить. Иди сюда. Лизочка, я тебе дала? Ростик. Так, остальные будут нам помогать. Остальные будут нам помогать. Так, Ростя, Ванечка, садись вот сюда, пожалуйста. Ростик сюда садится. Вот тебе. Так, все. Все, на меня смотрите, все, успокойся. Ладно, ты мне будешь помогать. Никто не нужен. Все. Так, еще у нас есть, смотрите, ребята. Нет, смотри, это что, скажи, пожалуйста. Это доска. А это доска. Нам нужна доска? Да. Обязательно доска нужна, да? На доску мы с вами будем ложить наше тесто. Еще у нас есть, смотрите. Ребята, смотрите, у нас есть еще вот такие интересные. Это знаете, в старину назывались чугуны. И вот в этих чугунах раньше готовили еду. Я сегодня сюда положила, смотрите, что? Сметану с творогом. И вот кто у нас сегодня
умеет делать. Так, я попрошу Арсения, чтобы он хорошо мне перемешал вот это все. Должна быть однородная, хорошая, красивая масса. Потом я возьму еще следующий мой волшебный чугунок и попрошу Сашу размешать в этом чугунке и назвать, что же там такое лежит. Саша размешивает. Сметана это, Саша? Нет. Вы знаете, это что? Вот коровушка, когда дает молоко, потом оно молоко немножко постоит, и сверху хозяюшка снимает ложечкой. Не знаете, что такое? Такие белые, вкусные сливки. Потом эти сливки ложкой начинают мешать, и появляется что? Какая? Молодец, поставь место. Так, это называется... Что коровушка-то делала? Когда курочка подавилась, петушок, им сказали, надо зернышко-то что сделать? Положить кусочек в горлышко, что? Маслица. Вот Саша мешает уже маслица. А вот здесь вот у нас уже идет, смотрите, сметана. Это нам все нужно. Для того, чтобы мне... А из чего мы будем пирожки-то свои делать? Молодец, все, ложи. Все, ложку оставляй. Я вам сейчас, смотрите, покажу тесто. Когда я... Смотри, это тесто. Чтобы тесто не прилипало, я вам каждому положу по горсточке муки. Смотрите, по горсточке. Да. Муку. Скалочка вам пока не нужна. Положите ее за середину. Я вам даю муку. Ну ничего страшного. Чтобы тесто не прилипало, вы этой мукой положите скалку на середину. И вот этой мукой сделайте себе островочек. Островочек. Так, все, островочек делай, скалку убирай. Все. Я вам положила муки. Делайте островочек. Островочек делай ладошкой. А я уже приготовила, смотрите, тесто. Это тесто я сделала из ржаной муки. Смотрите отсюда. Я его пошлепала. А теперь, смотрите, делю. И вам я сейчас его дарю. Посмотрите, я ложу на середину. Саша, держи руки на столе. Так, вам нужно будет сегодня... А когда мы делаем мясо, сделать овал. Да, мы сегодня будем делать лепешечку, похожую на лодочку. Но для того, чтобы лодочка была, нам нужно с вами сделать овал. Так, ложите, пожалуйста, тесто, берите его и начинайте потихонечку мять в муке. Да. Так, вот сюда положили, повернули, смотрите, как мама дома делает. Опять положили. А теперь берем скалочку и начинаем овал катать. Катай овал. Скалочку вот так поделать. И теперь катай овальчик. Катай. Нам нужно сделать сегодня лодочку. Овальчик. Молодец. Ой. Все будем кушать. Не переживай. Так, муку немножко стряхнули. И... Молодец. Еще катай. И приготовили свои ладошки. Так, муку, молодцы. Катаем, катаем. Сашенька. Все, молодец. Ростик, умница. Саша, где у тебя? Приятная, конечно.
Так, все. Отряхнули. Что она делает? Так сильно же нельзя. Куда начинку-то положим? Сейчас мы будем поднимать наши бока. Мы будем поднимать бока у лодочки, чтобы водичка туда не попадала. Будем делать бортики. Бортики. Все, тихо, тихо. Отряхнули. Все, отряхнули. Так, бортики, смотрите, что будем делать. Вот так вот по краям поднимать кверху. Вот так по краям поднимать кверху. Положите свою лепешечку и поднимайте бортики по краям. Вот так вот. Прижимайте. Это у нас бортики. Бортики делать. Вот так, что ли? Ой, Сашенька, давай. Ага, молодец. Сейчас мы бортики сделаем, чтобы твоя лодочка никуда не уплыла. И сюда в лодочку мы для охотника положим начинку. Татьяна Васильевна, дайте ложку, пожалуйста. Бортики молодцы, девочки. Молодцы. Все, бортики поднимаем. Бортик. Ой. Вот какой у меня, смотрите. Молодцы. Так, у тебя вот как? Мы возьмем с тобой? Да, ничего страшного. Сейчас мы твой бортик, твою лодочку первую, наверное, на противень отнесем. Да. Потому что она у тебя такая большая и очень нежная киста получилась. Такое тонкое, как у пиццы. Что, пиццу будем готовить? Так. Я хочу, а пиццу будем делать. Почему, а пиццу будем делать? Я умею. Так. Теперь иди сюда. Ложечкой. У меня тоже. Так, Арсений, ты накладываешь и раздвигаешь сам сюда. Накладывай. Хорошо. Мне тоже. Все. Так, брусики сейчас поправляем. И ложим на противень. Хорошо. Потом ты пойдешь свою пиццу смотреть, как она будет у тебя сверху помазать сметаной. Так, Ростик, где у тебя ложка? Девочки, вы меня ждите. Саша молодец. Сейчас начинку вот творожную девочки положим. Ложкой размазывай. Так, Машенька, иди, моя хорошая. Ты будешь с творогом делать. Маруся, да, да. Тебе, пожалуйста. И творог накладываешь вот сюда, ложкой. Чем внизу? Сильно только много не накрывай. Чем там мы? Так, Люсенька, у тебя будет с картошкой. Хорошо? Ты, наверное, будешь с картошкой. У меня уже Будете размазывать или готовить? Ой, я с картошечкой. И еще положим, чтобы начинка была побольше. Так, я твою лепешечку иди сюда положила. У тебя будет пицца? Да. Саша, вот твоя лепешечка. Сейчас мы сюда еще добавим немножко картошки. И посыпем еще немножко сметанки, чтобы она у нас была. Я не понял, зачем? А где еще ложечка-то у нас? Так, руки, пожалуйста, не отвлекайтесь, ходите помойте и все, я не буду сейчас. Все, Маслица, иди сюда. Так, начинка, молодец. Попроси еще ложку, чтобы сметанка была. Обязательно. Обязательно надо положить. Какой маслица? Арсений, Маша, сметанки. Маслица Не будешь, да? Вот это вот мой Она
Обязательно, конечно, чтобы подрумянило. Чтобы было вкусное. Ой, надо с боков масло убрать. Это масло прилипло. Это Ксюша. Это бой. А это Ксюша. У меня с тобой такая. Ты вас обязательно угости. Ой, вот что. Саша, а масло? Так, вот еще один. Давайте с картошкой. Потом на куски. Давайте масло положим. Ну, покажем. Маша, Надя, размазывай. Маша, вот картошку размазывай, пожалуйста. На ложку. Сейчас сверху. Все, давай. Так, иди руки мой и пойдем на кухню. Ставим печку. Так, Арсений, мне нужно помочь твоя. Сейчас понесем. Аккуратно. Все вставай. Ничего себе! Вот это красота! Вот это красота! Нас ждут уже. Сказать здравствуйте. Так, девочки, только останьтесь с краешку. Ольга Львовна нас ждет. Мы ей сейчас вручим этот шикарный поднос. Так, отойдите, пожалуйста, вот туда с краешку. И наша Ольга Львовна Тише. запустит наш противень. Смотрите куда. Волшебный шкаф. Очень горячий. Очень горячий. Закрываем. Смотрите. Все нагревается, а нам сейчас нужно тихонечко подняться и убрать рабочее место, да? А потом мы сюда опять придем и встретим наши вкусные румяные пирожки. Саша, сгребаем, чум делаем. Теперь руку ладошкой опускаем в этот чум. Получается у нас лодочка. Выбираем пальчик и рисуем овальчик. Овальчик. Выбираем пальчик и рисуем овальчик. Делаем вот так. Так, нарисовали овальчик? Так, теперь рисуем ножки. Я не могу. Ножки. У тебя получилось, смотри, солнышко. Ничего. Так, кто у нас сделает оленя? Я. Так, овальчик. И хвостик. Нарисовали оленя, смотри, рисуй оленя. Овальчик. Опускай пальчик. Ой, как хорошо. Замечательно. Так, пожалуйста. На волшебную палочку. Плоскую сначала сделайте. Так, волшебной палочкой рисуй. Оленя можешь нарисовать. Саша, волшебной палочкой рисуй оленя. Она сделала. Так, вот оленеводы такими волшебными палочками рисовали и писали письма своим друзьям и приглашали их на охоту. Если они нарисовали рыбку, значит придем рыбачить рыбку. Если нарисовали волк, молодец, Ростик, умный. Еще сделай такую же красивую волну. Да. Маша, у тебя началось. Еле-еле донесла. Сегодня так старались, так увлеченно работали. И как это называется наше такое интересное блюдо? А какая начинка? А что ложили? Творог ложили, как пюре ложили, а Саша смазал их сметаной.
И так будет сейчас вкусно. Мои руки так устали. И Шаньга была такая ароматная. Молодец, Евочка. Помажь маслицем. Так хитрая. Вкусные санечки? Да. Понравились? Да. Андрюс? Все ребята молодцы, да? Шаньга горячая. Ванечка, ну что, вкусные санги? Да. Понравились? Да. Понравились? Да, понюхайте. Запах. Ой, как как пахнет оригинально. вкусно, да. Мне тоже. Да, тоже понравились? Понравились? Вкусные? Отлично. Да. Немножечко. Вкусно, Сашуль? Сашуль? А, вкусняшка. Очень вкусно. И запах очень вкусный.